Мусорные баки в столице республики после новогодних праздников переполняются пожелтевшими и осыпавшимися елками. Как дать вторую жизнь новогодней красавице? И есть ли в Якутске альтернатива простому вывозу их на свалку? Разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагин. Главный праздник отгремел, и Иннокентий решил попрощаться со своей новогодней красавицей, которая выполнила свое главное дело. Все эти дни дарила радость его семье. И тут сразу встает вопрос, куда ее деть? Ну, праздники закончились, елки вот выкидываем. Думал, может, на переработку отдать. Искал в Якутске, где можно сдать или что-нибудь в этом роде, как в других городах. Но нигде такого нету, так что вот один выход – выкидывать мусор. Жизнь этой красавицы предопределена. Прямо сейчас ее увезут на мусорный полигон для дальнейшего захоронения. В Якутске это единственный способ ее утилизации. За сегодняшний день это третья елка, потому что еще старый Новый год и так далее. В других регионах переработка отслуживших елок – прибыльный бизнес. В Уфе зернодробилка превращает елки в удобрение. Белгородцы подошли к вопросу по-хозяйски, перерабатывая древесину в топливные брикеты. А новосибирцы сдают свои елки зоопарку. В якутском же зоопарке такие елки брать отказываются. В силу того, что корма вообще они как бы под строгим наблюдением, да, под строгим контролем, и то, что попадает животным, необходимо точно знать, что ты даешь. А ели, вы знаете, что сейчас и серпантины, и мишура какая-то, там остатки иголочек могут остаться, и потом различные пульверизаторы используют, да, для того, чтобы елки блестели там, ну и прочее, да. То есть елки от населения зоопарк не принимает. Согласно нацпроекту «Чистая страна», в России к 2024 году планируется переработать до 60% бытового мусора. Цифра из области фантастики, учитывая, что сегодня в России эта цифра достигает всего 7%. В Якутске у нас вообще процент переработки очень маленький, потому что у нас вообще большая проблема в целом создания системы переработки. У нас должны быть переработчики, их довольно много, они на свой фактически страх и риск, энтузиазм занимаются этим. Большой бизнесом это не назовешь, без поддержки государства это на ноги не встанет. Тем временем шестиклассница Нария Федорова придумала свой способ переработки домашней елки. Вместе с мамой они сделали витаминный напиток из хвои. Я надрезала хвоинки и настаивала. Добавила лимон и горячей водой залила. Из стола я собираюсь сделать украшения. Какие? Медальоны, серьги, может быть, браслеты. Я не знаю, ну посмотрю. В европейской части России популярностью пользуются елки в катках. После окончания праздника такие елки украшают балкон или сад. Суровые климатические условия севера предлагают немного иной выход ее хранения. В зиму они должны уйти в мороз, а потом постепенно заносят в тепло, и в теплом помещении они должны сохраняться до осени, для того, чтобы снова уйти в мороз. Ну, примерно вот такая картина. Пока такой способ использования новогодних елок в Якутии не популярен. Да и вторую жизнь высохшей елки мы тоже дать не смогли. Если в Якутске невозможно переработать даже самые из безобидных материалов, что говорить о другом мусоре, которого из года в год в столице становится только больше. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.